Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І розпочинаємо інформаційний день. Тримаємо руку на пульсі останніх подій і будемо говорити найактуальніші новини, які стосуються як України, так і світу. Одразу хочу сказати, що зараз нині наші редактори зв'язуються з речниками поліції у Нікополі Дніпропетровської області стосовно вибуху, який там стався. І ми найближчими хвилинами вже зв'яжемось з речниками поліції. А зараз поки що я вже готовий вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Олег Котенко, координатор групи зі звільнення військовополонених. Я вас вітаю. Добрий день. Судячи з того, який у нас сьогодні гість, зрозуміло, що тема піде за звільнення військовополонених і взагалі за ситуацію, яка склалася. Отож, хочу почати з наступного. Під час засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників так званих ДНР та ЛНР, вчора у Мінську сторони підтвердили готовність здійснити обмін полоненими на основі вже затверджених списків. Час і місце обміну буде визначено вже найближчим часом. Отож, пане Олеже, спостерігали за тим, що дуже довго не могли домовитися з цими обмінами. І сама, зокрема, Ірина Геращенко писала про те, що не знає навіть чого очікувати. Але ось зараз бачимо такий, ну я гадаю, позитивну новину. Правильно? Однозначно. То есть долгое время шли к этому обмену большому. Вот. И я надеюсь, что он скоро уже будет, конечно. То есть я думаю, что те слова, которые высказал непосредственно там представитель России, то есть Путин, то есть я думаю, что его слова редко расходятся с делом, хотя он иногда нас обманывал очень долгое время. Он указывал на то, что он никакого отношения не имеет к республикам, и надавить он на них абсолютно не может. Вот. Но я так понял, что те встречи, которые проводили между собой представитель США Вокер и представитель России Сурков, они все-таки дали какой-то положительный эффект. Мы видим, что из 29 пунктов, которые были предложены для обсуждения, 3 Россия признала, и один из них это был, естественно, обмен военнопленными, заложниками, ну как, наверное, правильно назвать. Вот. И то, что произойдет, это обмен, я так думаю, что он уже однозначно произойдет, и это положительный момент. У чому є камінь спотикання, так званий? Чому так складно даються ось ці перемовини з обмінами? Чи просто не все у люди виходить, не вся інформація? Щось приховується, якісь є таємні перемовини і узгодження? Да вряд ли. Каких-то тайных переговоров, я думаю, что не существует. Я думаю, что существует Москва, которая хочет всех наших заложников и военнопленных использовать как политический рычаг для достижения своих определенных целей. А які це цілі? Ну, однозначно, чтобы провелись выборы по тем условиям, которые предлагает Россия. Первое. Второе, чтобы какие-то санкции были сняты, ну, по крайней мере, Европой. Если не Америкой, то Европой. И всегда на переговорах, ну, я думаю, что все-таки эти вопросы возникали. И он пытался, ну, путем силы показать, что да, я могу решить вопрос и с политическими, и с заложниками, которые находятся на Донбассе, но вы, в свою очередь, да, должны уступить мне то-то, 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 то-то. И только лишь, ну, сильная позиция Украины и непосредственно мирового сообщества, которое нас поддерживало в этом вопросе, не дало Путіну рішити вопрос таким образом. Ну, тобто Москва використовує їх полонених як важелі впливу, правильно? Однозначно. Однозначно. Зрозумів вашу позицію. Стосовно списків, трошки детальніше. Хто з ким узгоджує ці списки? Чому постійно змінюються цифри цих списків? І взагалі від кого ці списки залежать? І саме хто придумує там 300 на 74, да, всіх на всіх, або ще, які ми вже бачили? Но я немножко начну еще 2014 года, когда был Минск-1, если вы помните, да, был определен такой формат, и на этом формате сразу было определено, что 6-м пунктом будет пункт о обмене военнопленными. То есть он так и звучит: обменять всех на всех. Но как обменять всех на всех, когда идет еще война, то есть я до сих пор немножко понять не могу. Потому что все время трактовали этот пункт, что вот мы сейчас в конце декабря 2014 года обменяем, мы заберем там 150 человек, отдадим им там 200 человек, и ну, якобы больше пленных у нас не возникнет. То есть этот вопрос должен был быть закрыт. Но у нас это мы говорили об Иловайском котле. Но потом уже наступил январь-февраль месяц, мы видели Дебальцевский котел, и еще больше людей оказалось в плену.
И опять-таки шел вопрос об обмене всех на всех. Не раз звучали мысли о том, что вот этот обмен всех на всех, он должен, ну, то есть, как бы цель достигнута будет после больших обменов. И многих людей, которые находились в плену, то есть непризнанные республики, не признавали, то есть якобы они в плену. Вот. Так вот, разговор о цифрах. Изначально наших военнопленных было не очень много, это еще до Иловайского котла, я имею в виду, поэтому, когда мы шли на обмены, нам их просто боевики передавали, потому что такого слова обмен еще не существовало. А потом мы пытались забрать намного больше, то есть военных и гражданских наших волонтеров, которые были в плену у непризнанных республик. Вот. А потом эту формулу, мы предполагаем, что это все-таки ФСБ, она изменила формулу, если вы помните, была 1 к 2 формула, да, они предложили, давайте, вы нам отдайте наших двоих, а мы вам отдадим одного. То есть, и тогда они трактовали таким образом, что Украина арестует намного больше людей, чем, собственно говоря, это делает непризнанные республики. И тогда они признали формулу 1-2, 1 к 2. Долгое время мы боролись, чтобы хотя бы 1 к 1 были те обмены. Вот. И видите, уже дошло до чего, что практически 4,5 на одного получается, то есть мы должны передать им там 4-5 человек взамен на одного нашего человека. Но эти цифры, по сравнению с судьбами людей, не имеют никакого значения абсолютно. Передали бы мы им 300 или 400 или 500, этот обмен нужно было бы проводить. Единственное, что в данном случае мне непонятно, почему 74, а не на момент объявления товарищем Медведчуком Кириллу и непосредственно президенту России Путину о том, что в готовности провести обмен 74, почему он не назвал 88? Потому что уже на тот момент было признано, что 88 человек непризнанной республики уже подтвердили, что у них есть. Теперь же эта цифра намного больше. Уже 94 плюс 1 военный, наш Роман Фурсов, который попал недавно, то есть уже 95. От саме це і є відповідь на питання стосовно того, чому такий нерівний обмін, да? 300 на 74. Да. То есть Украина в готовности передать людей, тех, которых она может передать. Мы сейчас не говорим о тех, которые совершили там тяжкие преступления, да, против людей убивали, да, о этих людях пока разговор не идет. Но все время, каждый раз, и в Минске, и на международной арене Россия поднимает вопрос о том, что подождите, вы же нам отдайте Беркут, отдайте же нам тех людей, которые не имеют отношения, собственно, к военным действиям. Таким образом, она подтверждает, что и Беркут действовал по их указке на Майдане, и многие те люди, которые, допустим, воры в законе, они, в принципе, уже до момента войны и Майдана уже находились в местах лишения свободы. Они их тоже требуют в данном случае. То есть подтверждая тем, что те люди, которые находятся из криминалитета, некоторые из них, по крайней мере, действовали по указке Росії. Хто ще може бути ось в цих списках? Ось ці 300 людей, які вони просять обміняти на наших 74. Хто ці люди взагалі? І звідки вони взялися? Это в основном люди, которые были задержаны по статье 110. Это выступление против целостности Украины, и 258, и 260, и 258 это создание бандформирований, и 260 люди с оружием, то есть были задействованы в массовых мероприятиях. То есть 2 статьи это служба безопасности Украины и 1 по линии МВД, то есть это 260. Вот в основном это эти люди, которые выступали против целостности Украины. Вот это вот они, это те, которые не были военными, скажем так, большая часть, по крайней мере, не воевали, не убивали, на их руках нет крови. Вот эти 306 человек и есть. Чи є взагалі якийсь конкретний список полонених? Маю на увазі наших там. Есть официальный список, пока мы говорим о 158 людях. Хотелось бы, чтобы... Це я перепрошую, переб'ю, це на території так званих республік? Да. Чи це і Росія теж, на території Росії, які перебувають теж? Нет. Это пока мы говорим о неподконтрольных. Мы не говорим сейчас о крымских татарах, мы не говорим сейчас о политзаключенных, которые находятся в России. Мы сейчас говорим только о тех людях, которые находятся непосредственно на неподконтрольных территориях. Официальный список – это 158 человек. Хотелось бы, чтобы он все время был меньше, но, к большому сожалению, он меньше не становится. Что это за люди, которые пополняют этот список в большую сторону? Это люди с проукраинской позицией на территории неподконтрольной Украине. Так называемое МГБ, оно зверствует на территории, то есть она привлекает людей за что угодно. За гимн, за флажок украинский, за все прочее. Естественно, под пытками люди признаются, что они работают на спецслужбы Украины и получают огромные срока. Начиная от 8 лет до 20, а есть еще и человек, который получит 30 лет. То есть это Чуднецов.
От окрім процесу обміну полоненими, є ще процес просто звільнення. От чи можна поєднувати ось ці два процеси в даному випадку? По большому счету, то есть как бы наша организация и занимается в основном звільненнем. Почему так? Потому что мы не государственная структура, хотя мы сотрудничаем с Службой безопасности Украины. Если кто-то, есть какой-то обмен, ну, у нас нет, мы не можем из тюрьмы там, освободить какого-то человека для того, чтобы поменять на наших военнопленных. Здесь мы однозначно сотрудничаем с Службой безопасности Украины. Вот. И отчасти мы сотрудничаем тогда, когда мы выводим людей оттуда, потому что бывает людей задерживать, и они не хотят обращаться в официальные украинские органы, потому что боятся, что это может навредить. И тогда вступают там другие схемы по возвращению людей. Вот это называется освобождение. Вот, если вы помните недавнее освобождение, ну, скажем, летнее, это судья Руденко и девочка тоже, сейчас не помню фамилии, да. То есть, ну, там были совсем другие переговорный процесс, вот, и их освободили. Получилось так. Есть еще неофициальные, так называемые, то есть освобождение. Это там, где люди, попав в застенки МГБ, выпускаются под подписку о невыезде или там получают какие-то там срока без права выезда. И тогда их нужно на нашу территорию перевести для того, чтобы они считались уже свободными. И такое происходит, ну, раз, два, а то бывает и 3 раза в месяц. То есть у нас получается, то есть выводить таких людей. З юридичної точки зору, чи може Україна віддавати тих бойовиків, яких тут у нас вже засудили? Но однозначно они будут иметь помилование. То есть имеет ли право морально? Но здесь это такой вопрос, который нужно очень много обсуждать, потому что для тех людей, которых сыновья погибли, они, конечно, этого не захотят никогда. То есть и наша организация всегда, мы сталкиваемся с таким вопросом, когда мы кого-то хотим на кого-то обменять, то есть как бы нас чуть ли не пособниками сепаратистов считают, потому что мы ж туда передаем как бы людей, которые, по их мнению, ну, могли там убивать их сыновей. Вот. И моральная точка зрения, конечно, здесь она присутствует. Но с другой стороны, нужно понять и тех родных, матерей, людей, которые находятся в плену, которые боролись с оружием в руках за целостность Украины и попали в плен. Их тоже здесь нужно понимать, поэтому тут двояко. Усі ми знаємо, лише от чуємо обмін полоненими, домовились, не домовились. А от розкажіть трошки за кулісся, як відбуваються саме домовленості, на які саме важелі впливу можна використовувати для того, аби от обміняти або, як ви кажете, звільнити наших людей звідти? Ну, еще раз скажу, что в принципе просто освобождение и обмен – это две разные схемы. Освобождение – это когда находятся такие схемы, ну, по которым нужно обойти все углы, которые могут быть острыми. Не заакцентировать внимание на человеке, то есть дабы, чтобы не попало в средства массовой информации его фамилия. Вот, для того, чтобы там мы могли каким-то образом, то есть найти хорошего юриста-адвоката, то есть там вступают другие там переговорные процессы, потому что у них там тоже, ну, как бы могут кто-то кого-то попросить, то есть есть связи, которые на территории Украины, там, допустим, судья знает судью, который его может судить, или же там уже прокурор знает прокурора, проговорить там, чтобы его просто, ну, как бы хотя бы вы выпустили под подписку. Что же касаемо обмена, ну, никакого закулисья в принципе нет. Есть те люди, которые определенно за кем закрепленные наши военнопленные, хотят получить человека, находящихся в наших следственных изоляторах или уже в лагерях, получившие срок. Они, естественно, выходят к нам и говорят, что мы хотим вот такого человека, мы в готовности вам вернуть ваших, ну, и дают определенный список. Либо наоборот, мы даем список, кого мы можем, а как они могут нам там передать наших людей, кого из наших они могут передать. Вот. Когда уже идет определенная договоренность, то, естественно, на самом высоком уровне решается вопрос, я имею в виду и в наших спецслужбах, и в Центре службы безопасности Украины, возможно ли это, то есть отпустить тех людей взамен на этих людей. И там вот тоже очень много таких вопросов возникает, когда родственники, находящихся здесь в Украине, тех людей, которых пострадали от тех, кто сейчас находится в тюрьмах, они очень жестко выступают против этого, и мы, ну, как бы, тогда эти обмены мы просто откладываем, но мы не можем там спекулировать на чем-то. Вот. Так вот, я продолжу с обменами. Когда уже есть определенная договоренность, определяется место, на это место выезжаются, то есть выходят люди. С одной, со второй стороны, все как в кино. В лучшем случае это происходит между двумя блокпостами. В худшем случае нас они заставляют ехать на их блокпосты. Мы определенно рискуем своей жизнью, в том числе мы не знаем, что у них в голове и как наша судьба может повернуться в последние несколько минут. Вот.
Повернемось обов'язково ще до цієї теми. Зараз маємо оперативну інформацію. 2 людей загинули, 9 поранені під час вибуху у Нікопольському суді на Дніпропетровщині. Нагадаю, під час слухання справи про вбивство один з учасників процесу кинув гранату. Розглядався матеріал по факту вбивства, яке було наприкінці 2015 року. Тоді в місті Нікополі стався розстріл 2 чоловіків. І чоловік, який зараз підірвав гранати, це батько одного із загиблих. Сталося це наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. І прямо зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР маємо Віктора Артеменко, це редактор газети «Город Нікополь». Пане Вікторе, вітаю вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие подробности вам известны на данный момент и чем можете с нами поделиться? Ну, там было единственное, что вы неправильно сказали, вот я слышал предыдущий эфир, там кинуто было 2 гранаты. Одну гранату он кинул, значит, она ударилась об решетку, и отлетев назад, взорвалась. Вторую же он взорвал на себе. Какие причины уже известны вообще, с чем связаны вообще? Причина тем, что более года проходит это судебное заседание, постоянно оно откладывается, вот этому человеку это не понравилось. Кто вообще, кем является этот человек? Он чеченец, фамилия Топаев, значит, и вот как бы был убит его сын, и, видимо, это месть. Количество пострадавших поменялось как-то? Двое погибших и 9 раненых. Можете ли вы поделиться тем, какое именно дело, более детально рассказать, какое именно дело рассматривали в суде во время взрыва? Ну, дело почти год назад, когда, значит, 2 чеченцев, кто-то, видимо, из подозреваемых, возможно, те, которые там были, значит, убили их, расстреляли там возле горводоканала у нас. Вот. Ну, виноваты они, не виноваты, как бы я не могу утверждать, но дело движется уже более года. Вот, видимо, вот эта причина. Другой причины пока что никто не озвучивает. И еще немножко деталей. Известно ли уже от нацполиции про то, откуда вообще гранаты появились у этого человека? Где он их взял? Ну да, спрашивали, нацполиция, значит, мы задавали вопрос полиции, почему там стоит рамка, почему так довольно резонансное дело, и никто не пропускал через металлоискатель, значит, где вот эта служба «Грифон», которая должна была охранять суд, ее тоже не было там, охранял простой конвой, значит. Вот, и как смогли попасть гранаты, ну, то есть вот это вот, все эти вопросы мы и задавали. На что национальная полиция ответила, что будут работать больше над тем, чтобы добровольная сдача оружия, которое находится на руках у граждан. Можно ли как-то предусмотреть или говорить, может быть, заикались за это представители нацполиции, что вот гранаты эти, они ввезены из зоны АТО или же попали какими-то... Сейчас на месте происшествия там все перевернуто, куча крови, значит, и работают там полиция и взрывотехники. То есть сказать даже, какие гранаты, РГД, F1 там или какая была, никто не может. Ну, на данный момент пока не могут. Спасибо большое, Виктор. Еще будем к вам обращаться, узнавать детали из этого резонансного события. Віктор Артеменко, редактор газети «Город Нікополь», був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Пане Олеже, повернемось до нашої основної теми, але тут, стосовно цієї резонансної події, хочу вас спитати, наскільки взагалі ймовірні такі ситуації, наскільки, от чули, так, Віктор сказав, що попри те, що є рамка, попри те, що такі резонансні події мають охоронятися, вони не охоронялися. І от ось що у результаті отримали. Ну, в принципе, наверное, все-таки это халатность. И я думаю, там есть вышестоящие органы, которые будут обязательно разбираться с этим, и виновные будут наказаны. Это первое. То, что сказали, что действительно оружие гуляет по Украине достаточно много, и действительно оно могло быть завезено с зоны АТО, ну, это, наверное, уже у нас не первый случай, наверное, даже уже и не 20-й, не 30-й, когда реально задерживается
человек с гранатами, именно что с гранатами, потому что ее можно вывести очень легко, удобно и спрятать где угодно. То есть, как бы, да, это не автоматка, который просто так не провезешь. И вот именно, что гранат вот достаточно и здесь вот в Украине, и вот такие вот вещи, когда проводятся резонансные суды, нужно, естественно, отслеживать, чтобы больше такого не повторялось, потому что это будет опять-таки подхвачено каким-нибудь российским телевидением, который там ведет пропаганду и информационную войну против Украины, ну и будет рассказывать, что вот видите, что там за беспредел творится. От пан Віктор сказав, що буде впроваджуватися добровольна здача зброї. Чи допоможе це якось? Ну, она, в принципе, всегда есть. То есть, как бы, нацполиция, там, ну, если я не ошибаюсь, 2 раза в год, а то и 3 раза в год, то есть, как бы, объявляет о том, что месячник сдачи оружия. Насколько много его сдают, ну, сомневаюсь я. Я просто знаю, что добропорядочные люди, когда что-то отыскивают или находят, они сами обращаются сразу, что нашли в том-то месте. Это, кстати, касаемо и самой зоны АТО, я сам с Горославянска. Вот я знаю, что очень много людей находит просто там, то ли собака побежала, что-то отрыла, то ли сам что-то копал в огороде, находил. Вот они сдают. Вот это вот, наверное, ну, как бы работает. Все остальное, тот, кто привез что-то специально для этого, захотел бы, сдал бы сразу. А так, наверное, будут держать у себя для каких-то там своих определенных целей. Не хотелось бы, чтобы после этих целей люди погибали. Дякую вам за відповідь. Отож, повернемось до нашої загальної теми стосовно військовополонених. Мав ще до вас таке питання. Де взагалі зазвичай знаходяться наші українські полонені? Тому що зазвичай спостерігаємо таке, що вони дивним чином опиняються потім в Росії. Ну, сразу опять-таки будем говорить, что на момент 2014 года и на момент 2017 года, то есть содержание наших военнопленных, это две большие разницы. В 2014 году очень много людей нам удавалось освобождать. Это были люди у полевых командиров, так называемых, которые после определенных боев захватывали людей, то есть наших военных там и гражданских в том числе, и считали их своей собственностью. То есть, а тогда было очень сложно. То есть они содержали где угодно, там, в ямах, в каких-то гаражах, зимой там, при минус 20, то есть, потому что не было определенного, ну, скажем так, места для содержания. Наверное, самое из лучших, кто был в плену, то есть это была так называемая избушка в городе Донецке, это бывшее здание СБУ. Ну, там более-менее люди находились в каких-то нормальных условиях. Уже в 16-17 год уже людей переводят, ну, в более условия наших военнопленных, то есть задержанных, заложников, ну, в более такие сносные условия. Вот мы знаем, что наши сейчас все те военные, которые будут, ну, идти на обмен, которых Украина заявила, они сейчас находятся в колонии номер 97 города Макеевки. И в такой же самой колонии, только 32, находятся другая категория людей, которые тоже идет на обмен, те, которые уже осужденные. Вот. Они находятся в отдельных бараках от заключенных, тех, которых отбывают наказание. Вот. И там условия более-менее сносные. Там их кормят, то есть, как бы, даже если кто-то заболел, им оказывают какую-то медицинскую помощь. Вот. А в основном полевые командиры, уже как таковых, которые имеют людей, но их практически, наверное, нет. Что же касаемо России, это было только в 2014 году, нам такие факты были известны, что люди были туда переправлены. Местонахождение и судьба этих людей доселе пока нам неизвестна. Чому взагалі і навіщо ця ідея переправляти в Росію, як ви гадаєте? Ну, мы со многими разговаривали, тот, кто был уже в России, и потом мы их освобождали. Значит, суть вопроса в чем? ФСБшники на начало войны, они боялись вообще переходить сюда, вероятнее всего, и все допросы более-менее, ну, секретных служб, там, их спецслужб России, они находились в Ростовской области, ну, где-то рядышком, неподалеку с границей, а более тех, которых можно было завербовать, да, там, ну, их возили и в Ростов в том числе, для того, чтобы можно было с ними работать в этом направлении. Поэтому они были переправлены. Но были такие случаи, когда вывозили там по 20-30 человек, ну, сколько можно было напихать в машину. Из этих 20-30 человек мы освобождали 2-3 человека, остальных судьба нам тоже самое неизвестна. То есть мы даже не знаем, кто это люди. В наших списках, по всей вероятности, не проходят как без вести пропавшие, потому что много людей, которых мы просто не можем найти. След потерялся, на этом все закончилось. Чи можна взагалі включати в обмін, в списки обмінів і політув'язнених, не лише військовоув'язнених? Ну, по нашей специфике работы нашей организации мы занимались только оккупированными территориями. Не то, что мы не хотели бы там заниматься тем и тем вопросом, просто это действительно очень сложно. Я думаю, что в Украине должен быть создан орган, который будет заниматься отдельно политзаключенными, потому что специфика их возврата, она совсем другая. И крымских татар, которые, ну, в достаточном количестве, да, находятся в застенках, вот, и, естественно, тех, кто находится в России. Тут уже какие-то дипломатические отношения, да, должны вступать, то есть, как бы, это должны работать
работать омбудсмены над каждым взятым случаем. То есть, если такая группа будет создана, ну, мы в готовности делегировать с нашей организацией человека для того, чтобы, ну, поделиться опытом, как мы делали на подконтрольной территории. Пока опыта у нас освобождения людей именно политических, ну, его просто нет, потому что мы просто не успеваем. І завершуючи ось цю тему стосовно військовополонених, чи можете зараз вже щось сказати, можливо, розкрити про те на найближчий час, який ми можемо очікувати обмін? Ну, 74 на 306, это однозначно. Это первый этап. Второй этап, естественно, мы разговариваем пока о 24, хотя уже 25 человек, которых нужно еще вернуть, которые уже, ну, признаны, что они находятся у них. До чого питаю, тому що от Ірина Геращенко, вона сказала, що списки будуть ще уточнюватися. Тобто ми можемо ще й очікувати, що ці цифри можуть трошки змінюватись. Вірно? Я вам объясню, почему эта цифра может меняться. В последний момент кто-то из тех, кто идет на обмен, может отказаться, переходить на ту сторону и остаться здесь, на территории Украины. Хотя уже, собственно говоря, списки, которые они переподавали нам и говорили о том, что мы хотим забрать этих людей, ну, большое количество, ну, я не знаю, наверное, точно больше 100 человек, которые не захотели переходить на ту сторону и написали заявление, что они хотят отбывать срок в Украине и после этого, ну, остаться, после освобождения никуда не переходить, остаться гражданами Украины. То есть то ли это сознание, то ли, может быть, страха перед тем, что многие из тех, которых попадают, им дают автоматы, они опять идут на передовую, и они просто погибают. Дякую за відповіді. Перейдемо до ще однієї не менш важливої теми. Це стосовно вчинка одного з представників ОБСЄ. От у нас є Фейсбук-пост Дарки Оліфер. Вона написала свою думку стосовно того, як оцінює і взагалі цей от випадок. Давайте його послухаємо, а потім вже перейдемо до деталей у студію. В рамках роботи безпекової підгрупи українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо та з використанням військового вітання спілкувався з представником НЗФ «Орло». Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників «Орло», якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців. Після цієї ситуації, до речі, як саме відбувалися ці обійми, можете зараз побачити в полі вікні. Після цих ситуацій, зокрема, Ірина Геращенко заявила, знову ж таки, написала у своєму Фейсбуці про те, що буде вимагати на тристоронній зустрічі, аби зменшили кількість росіян у місії ОБСЄ. Пане Олеже, от питання до вас спочатку, знову ж таки, узагальнене. Бачимо, як обіймається представник ОБСЄ з представником незаконного збройного формування ЛНР-ДНР. Як взагалі це сприймати з боку ОБСЄ? Тому що, от, зокрема, деякі політики вже відреагували на це з опозиційного блоку, наші політики маю на увазі з опозиційного блоку, інші з більш проросійським видінням. Вони сказали, що тут нічого такого немає. Ну, посміхнувся, то й посміхнувся. Обійнявся, та й обійнявся. Ну, просто я немножко сейчас коснусь, что такое вообще, в принципе, ОБСЕ. Я с ними с 2014 года, то есть сам со многими общаюсь. Здесь действительно было подмечено, что очень много россиян. Бывали у нас очень открытые разговоры, я говорил им, ну, если не в дружеских беседах, то в беседах о том, что, ребята, вы, ну, вообще на чьей стороне, ну, нужно здесь понимать, потому что здесь Украина, и мы реально понимаем. То есть, как бы, ну, все говорили, что мы нейтральная сторона, мы, естественно, не поддерживаем ни одну, ни вторую сторону, мы только наблюдатели, мы фиксируем, и мы хотим, чтобы, ну, наша работа выполнялась качественно. Ну, примерно были такие самые ответы. То, что вот такое понебратство, ну, существует со стороны ОБСЕ, в основном из россиян, ну, это для нас, в принципе, не первый, даже не какой-то там другой случай. Единственное, что я хочу сказать в данном случае, когда говорят, что он обнимался с боевиком, ну, не совсем-то это и боевик. Фамилия этого Сергей Шонин. И Виктор Муха, это те два человека, которые в 2014 году помогали нам освобождать наших военнопленных из Луганска. Мне приходилось с ними встречаться, то есть, как бы, да, сказать, что это чистые боевики в каком-то виде, ну, по крайней мере, на 2014 год, я не могу. Кем они стали теперь? Ну, я вам так хочу сказать, что вероятнее всего это какая-то тоже организация, которая помогает, то есть возвращать своих людей на так называемую, на неоккупированной территории. Вот. Но однозначно, что понебратство, когда идет война и погибают люди с обоих сторон, она неправильно понята. Ну, по крайней мере, Украина и теми родными, которые вот в данном бою, то есть потеряли людей. Я, в принципе, осуждаю. Вот если вы спросите у меня, я осуждаю действия представителя ОБСЕ, точно так, как
как это делают нормальные люди. То есть, если вы, ребята, пришли передавать тела, то о каких вы смешках может сейчас идти речь? Абсолютно никаких. То есть, потому что это трагедия для кого-то. И неважно, здесь ли это, в другом ли месте. Я знаю, что Шонин и Муха, они действительно помогают передавать, то есть, тела наших людей. Мы не можем туда зайти, ни ЦИМИКи, там, которые созданы при Министерстве обороны, ни какие-то другие люди, мы не можем зайти. И эти двое человек действительно передают нам тела наших военных, и им є определенна довіра, скажімо так. Ну от лунала інформація, що закликають зменшити кількість росіян в місії ОБСЄ. Але деякі експерти кажуть, що взагалі треба росіян з місії ОБСЄ прибрати, тому що не можуть бути спостерігачами представники тієї країни, яка є безпосередньо агресором. Чи погоджуєтесь тут ви? Ну, я знаю, что Россия не упустит момента, конечно, в ОБСЕ и своих агентов с ФСБ, там, я не знаю, с ГРУ там, туда внедрить, что вероятнее всего и происходит. Я не могу это утверждать, но, по крайней мере, зная, как себя ведет Россия, не исключено. Убрать всех россиян, наверное, было бы тоже, как бы не совсем правильно. Мониторить, кто туда заходит, вероятнее всего, точно никто не отмониторит, зашел ли это шпионка, который будет работать, либо действительно человек, который работает. Опять-таки, здесь морально-этическая сторона. Если мы считаем, что у нас идет война между Россией и Украиной, и это практически уже не надо никого убеждать, то есть как бы большая часть мирового сообщества, она понимает, что да, действительно, это Россия напала на Украину. Пусть это она открыто не говорит, но это все понимают. Тогда надо действительно уменьшить настолько, насколько это возможно уменьшить, потому что Россия же ведь тоже участник каких-то политических там вопросов, и участие в ОБСЕ, наверное, чем-то подкрепляется, наверное, финансовыми там возможностями и всем прочим. Вот поэтому, я думаю, так, что уменьшить нужно однозначно. Але ж знову ж таки, яка реакція від міжнародних партнерів і спостерігачів? Тому що бачили вже неодноразово, пам'ятаєте ці ситуації, коли, коли місія ОБСЄ просто закривала очі на ті чи інші обстріли, провокації з боку бойовиків. Бачили неодноразово, що місія ОБСЄ, поки вона знаходиться на лінії розмежування або на непідконтрольній території, обстрілів немає. Щойно вона їде, обстріли знов починаються. Яка повинна бути реакція міжнародної спільноти на це? Вони ж це бачать. Да, первый пункт, я подтвержу, я не однажды, то же самое, была такая ситуация, когда они приезжали к нам на обмен и потом резко почему-то уезжали, нам ничего об этом не говоря. И у нас уже по дороге мы попадали под обстрелы. Вместе с представителем службы безопасности Украины, Альфа и все прочее. То есть такое действительно было, я могу подтверждать. То есть, вот. А что касаемо вопроса, Міжнародна спільнота, вони ж все це бачать. Бачать. Але? Опять-таки, бачать определенная группа лиц. А основной массе, вероятнее всего, этого не видно. То есть это же надо как-то доказывать, рассказывать, что у нас есть проблема. Пока не начали поднимать проблему о Надежде Савченко, что она находилась, скажем так, политической заложницей, скажем так, в Кремле, никто о ней вообще не знал. Да? Начали поднимать, мы увидели проблему. Здесь, если мы будем поднимать и говорить, что есть определенная проблема, давайте над ней работать, тогда я думаю, что этот вопрос сам по себе может решиться или, по крайней мере, на это обратят внимание. Але ж якщо повернутись до реалій, то навряд чи вже Росія покине ОБСЄ, маю на увазі, представники. Конечно, у них уже, по всей видимости, есть какая-то система работы. Я же еще раз говорю, я не исключаю, что, возможно, какую-то информацию нужную для спецслужб России получается именно через ОБСЕ. Я не могу утверждать это, но, наверное, это было бы логично. Угу. Почув, зрозуміло це. Але ще хотів поточнити. Взагалі зараз місія ОБСЄ, вони бачили цю інформацію, напевно, що вони оприлюднили відео, яке підтверджує те, що Донецьку фільтрувальну станцію обстрілюють. Ось ОБСЄ працює, ось ОБСЄ вже вкидає в інформаційний простір відео, докази того, що і правда є провокація з боку бойовиків. Але яка реакція повинна бути і що хто повинен робити? Тому що, знаєте, ми зараз виглядаємо, наче глядачі, дивимось кіно. Ми це бачимо, але ніяк не можемо вплинути на це кіно. И ОБСЕ в том числе, я уже ответил на этот вопрос, в разговорах, когда мы то же самое им говорили, вот такие есть вещи, вот такие нарушения. Конечно, мы больше доверяем тем людям, которые приехали, там, допустим, с ОБСЕ, там, Голландия, там, я не знаю, там, Германия, Австрия, да, мы больше им доверяем, мы им об этом говорим. Они говорят примерно то же самое, мы наблюдатели, мы не можем повлиять на эти все вещи. То есть мы пишем
отчеты, и в этих отчетах мы все указываем. Я очень часто разговаривал с ними по военнопленным, ну, 14-15 год, по крайней мере, у нас очень были частые встречи, потому что я находился в зоне АТО все время. Вот. И мы с ними встречались, мы с ними разговаривали, что вот это, мы можем только это указать в отчете. Все. Как будет дальше, мы не знаем. Я могу много приводить примеров, потому что и я был на международных так сказать, конгрессах, встречах, где присутствовало ОБСЕ, мы задавали тем самым вопросом: вы что, не видите, что Россия на нас напала? Это 2014 год. Они сказали: нет. Мы говорим: ну, у нас есть доказательная база, у нас есть видео, фото, материалы, как российские танки, даже не замазанные номерные знаки на танках, вы же можете легко это выяснить туда-сюда. То есть вот такие были моменты. Мы наблюдаем, мы нейтральные, мы смотрим. Все. Добре. На сам кінець тоді, як Україна на державному рівні і що вона може зробити, аби врешті-решт прискорювати вирішення конфлікту на Донбасі? Тому що це відводжується від того, що Курт Волкер напередодні заявив про те, що він впевнений на 90% в тому, що конфлікт на Донбасі продовжуватиметься і наступного року, і через рік. Тобто вирішення деескалації конфлікту він не бачить у найближчі роки. Що Україна може робити, або що міжнародні взагалі партнери повинні робити? Ну, Ваша думка. Да, я вам сразу скажу, что Украина должна делать то, что обещала. То есть это внутри страны. Это борьба с коррупцией, это реформы, особенно в спецслужбах и в наших правоохранительных органах, для того, чтобы усилить борьбу против, скажем, пособников российской агрессии, которые находятся на территории Украины. Ведь мы зачастую что говорим? Что война у нас только на линии разграничения. Нет, война у нас везде. Война у нас везде, потому что людей, которые хотят приблизить победу России, не только там, на неподконтрольной территории, они находятся здесь. Что должна прежде всего, я еще раз просто вернусь к вопросу, однозначно. Борьба с коррупцией, реформа. Тогда люди, находящиеся на подконтрольной территории, сами побросают автоматы и придут в Украину. Ну, это примерно как было ГДР, ФРГ, помните, да, там лезли через стены, потому что увидели, что там лучше, чем здесь. А когда у нас, в принципе, ничего не меняется или меняется очень медленно, я не хочу сказать, что ничего в Украине делается, но это делается очень медленно. Вот. И до тех пор, я думаю, будут вот эти военные действия. Пока люди там, мы не переломаем их мышление там, на оккупированных территориях, я думаю, война будет продолжаться, потому что на их мнениях могут спекулировать та же Россия, скажем так, направляя их, давая им оружие, и они будут идти и будут считать, что они защищают Родину, потому что Родина для них вот то, неподконтрольная Україні територія. От ви кажете, що боротьба з корупцією повинна бути, але чи є якийсь такий собі, ну, мовно кажучи, рецепт у вас дій, безпосередньо фактових дій? Що треба зараз зробити? Що по корупції? Що от не по корупції, а взагалі, от ви сказали, що треба зараз в першу чергу боротися з корупцією, і вони самі до нас прийдуть, повернуться. Ну, це один з варіантів. Так. Але от більш чітко, тому що це узагально таке, да, треба боротися з корупцією. Але от саме, що більш дієво, от як ви гадаєте, що зараз треба робити? Ну, перше, нужно делать закони. Реформы. Да, реформировать то, но не только под себя, под какие-то определенные олигархические группы. Это должно быть для людей. Тогда люди будут всецело поддерживать, и власть в том числе. Потому что сейчас в стране большое количество людей, да, если не сказать очень много, которые не поддерживают действия правительства на любейшем уровне, которое бы ни делали. Естественно, они уже по инерции тогда не признают работу ни спецслужб, ни Министерства обороны, потому что все это, получается, это власть, и они как бы это не поддерживают. Естественно, что нужно там не заниматься просто делом. Людям, которые находятся сейчас у власти, им нужно просто заниматься делом и работать для людей. Тогда нас все поймут. Пока нас очень мало хто розуміє. Дякую вам дуже за відповіді. Дякую дуже за те, що завітали до нас у студію. Були гостем. Олег Котенко, координатор групи зі звільнення військовополонених, був гостем цієї години в нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що вже у наступній годині у цій студії буде Микола Голомша, це перший заступник Генерального прокурора України. А о 21-й у Прайм Бондаренко буде Ігор Соболєв гостем у студії. Не пропустіть, буде цікаво. А за 5 хвилин в ефірі АТР вже очікуйте новини «Заман».